Друзья, всем привет! Ребятки, такое видеообращение, небольшой выход на канал, так как времени вообще, ребят, в обрез, потому что работа. Начальство сделало такой момент, что декабрь, ребятки, без выходных, потерпите, пожалуйста. И в итоге сейчас я работаю, командировка дом, сразу же на работу, день-два, тут весь день на работе, сразу же в командировку. Большая запара, на рыбалку выйти никак, и немного страдаю, переживаю, потому что реально охота выйти на рыбалочку. Знакомые друзья ездят по рыбалке, там смотрю, а мне приходится работать вплоть до Нового года. Ну и сегодня, ребят, такая тема нож. Почему поднял эту тему? Потому что по осени ходил на налима, и был момент по поводу ножа, и видео набрало больше полумиллиона просмотров, и много комментариев, именно комментариев посыпалось по поводу ножа. У кого какой нож, кто каким работает, для чего и так далее и тому подобное. И сегодня, ребят, хочу именно об этом поговорить. Так что понеслась. На сегодняшний момент, ребят, к ножам относился очень просто. Я их не коллекционировал никогда в жизни. Брал то, что мог, как бы по бюджету, да. Ну, конечно, с каждым годом я брал все получше и получше. Но, как бы, таких каких-то известных ножей, как там, допустим, сейчас на нашем рынке есть, у меня никогда не было. Были много складенцов, всяких раздвижных, раскладных, простых ножей. Кто-то ломался, кто-то терялся, и так далее и тому подобное. Ну и в течение двух лет, наверное, вот на поясе висит у меня вот такой простой нож. Я даже не помню фирму, потому что это бюджетный нож, он очень недорогой, в районе 1500 рублей. Подарил мне очень хороший знакомый, родственничек мой, тоже рыбак-охотник, и подарил мне ножик, вот такой ножичек. Ножик простой, я с ним хожу везде, много видели с ним меня на канале, потому что нож для меня незаменимая вещь, реально, для рыбалки это незаменимая вещь. Не знаю, как у кого, какие-то щипчики там сейчас, всякое разное, подрезать снасть или приготовить еду, почистить рыбу, сходить за грибами, разделать рябчика, нарезать картошку, разрубить дровишки, там что-то еще, все им, видно, что он уже покоцанный, ну, видно, что затертый, и так далее и тому подобное. Деревянная рукоять, даже не помню из какого дерева, на такой веревке, потому что вот ножны были такие простые, даже не кожаные, это сейчас недавно я приобрел, потому что те разорвались, как бы, примерно, что он подходил. Ну, соответственно, на поясе, чтобы мало ли, если он уронится, веревка как бы не даст ему уйти, потому что много ножей потерял вот именно таким способом. Ну, не люблю, чтобы ножны заходили очень туго, их там надо доставать. Конкретно, спокойненько взял, достал, засунул, также на поясе повернулся и засунул. Все. Для меня нож, в принципе, рабочий инструмент. Я иной раз даже не беру топор, а беру только ножик. Хороший нож. Люблю, чтобы он был острый. Стараюсь тщательно, частенько проверяю, чтобы он, хотя бы волосы не брил, но чтобы он подрезал и было шикарно и комфортно. Так что на сегодняшний момент, ребят, к ножам никакой ассоциации там мастерства я не отношусь. Я в них сильно не разбираюсь. Конкретно был острый, удобный, держался в руке отлично, ну и постоянно работал. Знаю много людей, что есть отличные ножи, но лежат дома, да. Я уже поднимал эту тему. Взял нож, и он должен быть работать. Да, сломался там туда-сюда, значит такой нож. По поводу ножей, это мое мнение, я вот вам еще раз объясняю. А так, в принципе, неплохой нож. Я зимой, летом, осенью он у меня висел на поясе, и я всегда доволен был, то что я знаю, что где-то там я сейчас зацепиться надо, я знаю, что здесь ножик, там еще что-то, и без проблем я мог воткнуть в лед, в землю, потом его почистить, помыть, заточить и так далее.
По поводу стали, ребят, стали. Я думаю, ни одна сталь, как пользоваться, она в любом должна ржаветь. После как бы всяких там микро царапин, попадения влаги, она все равно будет ржаветь. Естественно, надо будет протирать, чистить, и тогда будет нож в хорошем состоянии. Ну и будет служить вечно. В чем вопрос? Я понял, потому что есть такой человечек, мастер своего дела. Сейчас немного позже о нем расскажу. Прислали мне посылочку и хотел бы вам показать, рассказать, ну и поднять тему по поводу ножей. Ну, нож, ребят, пришел, конечно, в бандерольке, обвертан хорошим слоем вот этой пупырчатым материалом. Такая коробочка, фирма Барк. Давайте откроем ее вместе, посмотрим. Так, ну здесь бумажка, правила по уходу за ножом. 5 пунктов, я их не буду читать. Здесь, соответственно, сам ножик, печать стоит, характеристики в миллиметрах, подпись стоит, ну все официально. Что пишет производитель, что является разделочным ножом. Ну, значит, можно ходить с ним без паспорта, все спокойно, все хорошо. Вот такая. Ладно, это в стороночку. Идем дальше. Здесь, я так понял, сам ножик в коробочке. Мягкая бумага. Так, размотаем, ребят, наш ножик. Запах стоит. Когда списывались со мной компания, мне предложили финку НКВД. Вот такой ножичек. Смотрите, ребят, есть ножны. Ножны в коже. Ништяк. Все классно, все сделано красиво. Да, очень неплохо. Прошит. Все на клепочках. Здорово. И вот сама, ребят, наша финочка. Когда был заказ, мне спросили, могу рукоять выбрать сам. Там были различные материалы. Я выбрал, ребят, цвет березы и дерева. Видно, рукоять, ребят, замотана еще пищевой пленочкой. Сейчас сразу размотаем. Запах реально стоит, что просто буквально на днях его сделали. Блин, неплохо замотали. Рассмотрим поближе. Вот такой клиночек. Финочка, клиночек. Раньше, ребят, были в советское время военные ножи. И вот эта копия, только в современном стиле, делает Михаил вот эти ножи. Очень красивая работа, здоровски выполнена. Рукоять сделана из березы, как я и просил. Видны рисунок древесины. Знаю, что береза карельская, как написано. Вот такая пята золотая. Да, очень удобно. Также есть рукоять, тоже в стиле золота. Да, неплохой ножичек, отличный ножичек. Но единственное, что здесь заточка идет, ну, такой немалый угол, я бы сказал. Больше вот, я думаю, разделать в что-нибудь. Шкуру или даже, может, на филейную часть рыбы можно попробовать. Ну, так неплохой, отличные ножны. В коже все сделано. Да, бумагу режут на раз-два. Так что, я думаю, подарок на Новый год состоялся. Отличный аппарат, отличная работа, ручная работа, классный ножичек. Ну вот такой, ребят, кратенький обзор. Сразу предупреждал, что сильно о ножах я не мог общаться, разговаривать. Мог, конечно, считать все с интернета, все подробности в этих всех миллиметрах. Но вы знаете, ребят, я люблю правду и как оно есть. Если я сказал, что я сильно не разбираюсь в ножах, то так оно и есть. Ну, в любом случае, Михаилу и компании Барк огромное спасибо за такой ножичек. Отличный подарок, отличный подгон, прямо от души. Нож для мужика, он должен быть красивым, достойным и полезным.
Всю информацию, ребят, я оставляю в описании. Контакт самого Михаила, контакт ихней группы. Можете зайти, посмотреть, поинтересоваться. Помимо финок на производстве стоят различные ножи, даже видел якут. Ну, соответственно, цена, разная цена. Ну, этот ножик будет, ребят, красоваться у меня на поясе в любом случае. А тот старый ножичек я в любом случае не выкину, он будет лежать в рюкзачке, помимо дополнения моим походом. Еще раз огромное спасибо, большой привет Нижнему Новгороду. Ну, от меня, ребят, вам счастья, любви, здоровья. С наступающим Новым годом. Берегите семью, берегите близких. С рыбалкой, ребят, не получается, вы уж меня простите. Но с Дрюней на связи. Я думаю, все впереди, все будет в аккурате. Потихоньку заказываю снасти, готовлюсь к сезону. Зима у нас длинная. Зима будет еще полгода, если не больше, так что все впереди, все наверстаем. Ну а работа, пускай она будет работой, а отдых мы все равно с вами рванем и будем балдеть. Все, ребят, всем хорошего настроения, пока.